первый наш контакт с противником. И я слышу, в рацию начинают орать: "Бурят, Бурят, говорит, этот, говорит, с позывным, говорит, длинным, говорит, ему скажите, чтобы он к нам побежал". Я понимаю, что речь идет обо мне, и начинаю бежать. Когда командир увидел меня, он говорит: "Ты, говорит, нахера приехал?" Говорит. Я говорю: "Ну как нахера?" Я говорю: "Ну, работать же, говорю, дальше". "Так ты же, говорит, контуженный". Я говорю: "Ну так я ж прокапался". Выстрел! Поднимаю голову в сторону противника и вижу, как летит ракета. Я спрыгиваю с танка, она ударяется об башню ракеты и осколками уходит вся дальше в стену. То есть буквально по касательной зацепляет. И в этот момент я просто вскакиваю и говорю механику: "Просто газуй". Меня зовут Дагбаев Даржи Аликтуевич, уроженец Республики Бурятия, Джидинского района. Мой позывной Сахилган. В 22 году, когда у нас началась специальная военная операция, я до июня месяца за всем этим наблюдал, так как с 12 года, как пошел на срочную службу, я сразу остался по контракту. Соответственно, с 14 года по 18 я был военнослужащим. И когда я уволился, у меня осталось очень много ребят, моих товарищей, да, которые остались. У нас с ними были тоже проведенные операции боевые. И в 22 году я не смог остаться в стороне. То есть буквально за 2 месяца до мобилизации я ушел добровольцем на фронт в одно из подразделений наше. История, связанная с моим позывным, почему очень многие, да, когда я приезжал на передовую, очень многие удивлялись тому, почему такой сложный позывной. Потому что позывной Сахилган, он, во-первых, его сложно запомнить и очень непросто выговорить. Но когда я приехал в наше подразделение, в котором я подписал контракт, у нас было очень много ребят и, соответственно, очень много позывных. И нам нельзя было их дублировать, чтобы не было совпадений с другими участниками, да. Один из наших кадровиков сказал нам: "Пиши целый список позывных, напиши список, иначе мы тебе дадим из списка вакантных". Я так краем глаза посмотрел на список вакантных, но там не самые приятные позывные, и я со страху сразу весь лист исписал позывными. Позывной Сахилган был, по-моему, на 12 месте. То есть, когда он начал первые 5, он сразу пропустил, такие как там Монгол, Бурят, Байкал. Он сразу вычеркнул, говорит: "Эти 100%, говорит, заняты". И начал, говорит, с 6 или с 5 места и пошел по списку. Когда он дошел до Сахилгана, говорит: "О, вот это нормально, говорит, вот это пойдет". Я про себя подумал: ну, сложно так-то будет. Ну, думаю, ну ладно, пусть будет тогда хотя бы так. И с этим позывным я начал работу. Сахилган, что значит у нас на нашем бурятском наречии, это молния. Я подумал: ну классно, пусть будет так. И начал работать с этим позывным, и никогда его не менял, и стараюсь его сохранить для себя. Смена позывных у нас считается, ну, нехорошей приметой. Поэтому я остался с этим позывным, и во всех остальных подразделениях, где я работал, всегда оставался с этим позывным. Один из наших парней на передовой, я помню такой случай, говорит: "Сахилган, говорит, а как, говорит, мы, говорит, к тебе будем обращаться, говорит, на поле боя?" Я говорю: "Ну, там разберемся". Первый наш контакт с противником. И я слышу, в рацию начинают орать: "Бурят, Бурят, говорит, этот, говорит, с позывным, говорит, длинным, говорит, ему скажите, чтобы он к нам побежал". Я понимаю, что речь идет обо мне, и начинаю бежать. Поэтому, да, позывной был Сахилган, многие его запомнили, и с ним я остался работать. В принципе, и потом уже парни говорили: "Сложно запомнить, говорит, сложно выговорить, но невозможно забыть". Да, и поэтому он и остался. Я не один поехал туда, я поехал со своим братом. К сожалению, на тот момент его не взяли. Да, он потом подписал контракт с другим подразделением, но в это подразделение его не взяли. Я его отправлял уже обратно домой. Он заехал и купил мне зажигалку оригинальную Зиппо. Да, причем мы сделали на него гравировку с моим позывным, сделали гравировку с сельским поселением. Я написал на нем Сахилган Джида и такой некий флаг своей родины. И вот действительно все свои бои я прошел с этой зажигалкой, и она как мой талисман.
Личные вещи, которые мы там использовали, ну, каждые ребята, которые были на передовой, они знают, что э, очень легко потерять. Единственное, что ты не сможешь потерять, это свое оружие, средства индивидуальной бронезащиты, а все остальное, что у тебя находится в рюкзаке, то есть потерять это вообще как два пальца об асфальт, как говорится. А зажигалку я всегда хранил при себе. Помогла, конечно, помогла. Я верил, что я обязан вернуться домой. Я верил, что мы обязаны сейчас выполнить свои боевые задачи. Я ставил боевые задачи прежде всего своим пацанам. Вместе мы продвигались. И нет-нет, конечно, когда ты берешь, понимаешь, что это теплота, которая действительно из дома, и сохраняешь ее. Когда мы начали работать на Солидаре, мы увидели танк противника, который при этом просто стоял. То есть мы понимали, что он, скорее всего, выведен из строя, который просто стоит. Мы не стали его добивать, решили его оттуда эвакуировать. На тот момент я уже был на должности командира бронегруппы. Совместно с нашими саперами мы начали работу, потому что мы понимали, что танк, скорее всего, может быть и заминирован. Саперы приехали туда, я их привез. Они осмотрели, сказали, все гуд, надо, говорит, заводить. С механиком вместе вдвоем поехали, осмотрели его полностью. Вроде все четко. Никаких проблем. Сейчас, конечно, находясь дома, ты понимаешь, что это была, дикая идея. Но там почему-то она показалась, вполне себе неплохой. Прыгнули, начали заводить. Причем она со второго раза завелась и прямо подняло такое облако дыма. И в этот момент я почему-то залез прямо на башню, да, то есть поднимаю голову в сторону противника и вижу, как летит ракета. Я спрыгиваю с танка, она ударяется об башню, ракета, и осколками уходит вся дальше в стену. То есть буквально по касательной зацепляет. И в этот момент я просто вскакиваю и говорю механику, просто газуй. Он с какими-то... Она едет как-то вся гремит, тарахтит. Кое-как, короче, оттуда его сквозанули. Это была, по-моему, 64-ка. Именно вот украинская 64-ка. Мы ее эвакуировали. Долго она не прожила. Буквально приехали, несколько дней восстановили. Обратно в бой. И там она и осталась, как говорится. Но зато выполнила свою задачу. После первого ранения вернулся домой. Причем я получил тоже тогда на тот момент тяжелую контузию и осколочное ранение. Приехал домой. Причем в тот момент мы очень сильно сблизились с ребятами, с которыми выполняли боевые задачи. Вернувшись домой, я понял, что я как будто бы их оставил там. Представляете, да, с передовой ты возвращаешься домой, и тебя больше пугает тишина, которая здесь, которая дома. Каждую ночь вскакивал, вздрагивал и понимал, что очень сложно восстанавливаться. По-моему, недели 3 я пробыл дома и уехал обратно. По приезду обратно в подразделение, когда командир увидел меня, он говорит, ты, говорит, нахера приехал? Я говорю, ну как нахера? Я говорю, работать же, говорю, дальше. Так ты же, говорит, контуженный. Я говорю, ну так я же прокапался. После этого, после второго моего прихода, после второго контракта, меня командир решил, так скажем, обезопасить, да, поставил меня немножко в тыл, дабы занимайся здесь, говорит, с бойцами, типа, будешь инструктором. Надолго меня с ними тоже не хватило. То есть я с ними поработал буквально неделю, я понимаю, что, эта работа не для меня. Я лучше, говорю, к ребятам на передовую. Он говорит, все, хорошо, мы тебя услышали, говорит, дерзай. И мы обратно в бой. И это 3 недели я восстановился, уехал обратно. На передке меньше месяца и опять получил ранение. Еще одна контузия, после которой мне действительно пришлось очень тяжело восстанавливаться. И приехал домой, получил курс лечения, прокапался полгода и снова подписал контракт уже с Барсом. Добровольческий корпус, боевой армейский резерв страны. Подписал контракт и уехал снова выполнять боевые задачи. Одним из моих товарищей был военнослужащий, молодой парень с позывным Барда, Сумцов Руслан. Когда он пришел ко мне в подразделение, да, он был непосредственно моим подчиненным. Когда мы ставили какие-то боевые задачи, я понимал, что у человека нету понятия «не могу». У человека нету такого
понятия не умею. То есть, да, э, любая была поставлена ему задача, она выполнялась. То есть, несмотря на то, насколько это было рискованно. Я никогда не видел у него страх в глазах. Он всегда на веселе, с широкой улыбкой ходил на работу. И он понимал, что это действительно жизнь необходима. Он горел этой работой. В последующем он повез пацанов на передовую. И по дороге, когда они только-только приехали на позицию, им поступила задача о том, что противник начал накат, и нужно срочно начать подготовку именно минометного обстрела. Ни разу не задумываясь, Руслан начал вести огонь. На протяжении 2 часов непрерывного огня они вели работу по противнику. Они понимали риски, какие у них стоят перед ними, но при этом ни разу не задумывались о том, чтобы прекратить огонь, и вели непосредственно работу по противнику. Получили впоследствии контратаку, именно контрбатарейную атаку, прилетом со 152-го калибра. К сожалению, к большому нашему сожалению, одним прилетом у нас погиб в тот день расчет. Не было у него такого понятия, чтобы отойти назад. Всем подразделениям после этого, после того, как мы его эвакуировали, всем подразделениям, в том числе тех, кто уже был в запасе, мы писали рапорта на командира подразделения, дабы ходатайствовать на то, чтобы представить его к высшей высокой награде звания Героя России. Человек действительно знал, что делает. Он любил свою работу и отдавался ей на 100%. Все, кто с ним был рядом, все, кто знали его лично, все это подтвердят, скажут, что действительно таких бойцов у нас единицы. По возвращению в 24-м году, когда я вернулся после окончания контракта, на тот момент очень сильно тяжело болел у меня тесть. Соответственно, по приезду домой сразу начал за ним ухаживать. Тогда действительно я ему пообещал о том, что я продолжу его дело. Он у меня здесь на этой ферме, то есть он руководил всем этим. После того, как он долго боролся с болезнью, и в августе прошлого года его не стало, и я начал заниматься этим. Мама поддержала меня с этой идеей, и мы начали думать, откуда мы можем взять действительно поддержку. И на тот момент как раз была объявлена государственная поддержка в виде гранта, так называемый агростартап. Я пошел на этот грант, то есть мы написали бизнес-план, в котором мы обязуемся 5 лет вести свою деятельность в сельскохозяйственном направлении. На средства гранта я приобрел порядка 60 голов КРС, именно маточного поголовья. Дополнительно к этому я взял пресс-подборщик для сельскохозяйственных угодий и грабли взял. Это для того, чтобы проводить качественный сенокос. На протяжении уже практически года мы выполняем условия нашего гранта, то есть выполняем даже с небольшим опережением. Работа, сами видите, она достаточно сложна для человека, который никогда этого не делал. Мы практически всю свою сознательную жизнь провели на этой ферме, мы знаем, как это делается, то есть для нас это уже становится не работой, а образ жизни. Сейчас на нашей ферме здесь, помимо меня, у меня работают еще 2 работников. Оба они являются участниками специальной военной операции. По приезду домой у меня получилось социализироваться. Помимо того, что я сам начал свою деятельность, да, в сфере сельского хозяйства, я помогаю также своим пацанам, своим боевым товарищам, да. Некоторым из них, как вы видите, с трудоустройством, например, да, потому что по обязательствам агростартапа я обязан открыть 2 рабочих места. Это одно из условий агростартапа было создание 2 рабочих мест. На что у меня и пошли мои боевые товарищи, которые мне также помогают социализироваться. Ко мне также обращались участники специальной военной операции в прошлом году. Это один из моих боевых товарищей, да, который вместе со мной пошел на этот грант. Я ему помог с документацией, да, и дальше он сам собственноручно выиграл этот грант и освоил грантовые средства. Мы же проводим все равно какую-то свою деятельность благотворительную, да, дабы помогать своим пацанам на передовой. Позапрошлом году с нашего хозяйства мы готовили продукты, да, мясо, через Народный фронт. Все это отправляли нашим бойцам. В этом году
пришел я тоже к такому выводу, что э, не могу оставаться от этой проблемы в стороне, и мы решили организовать свой, так скажем, свою благотворительную деятельность, да, дабы помочь пацанам. Мы делаем небольшие сборы здесь нашего населения, в том числе спонсируют нас также фермеры, да, которые работают с нами, это наши коллеги, наши друзья, соседи нам в этом помогают. Мы закупаем все необходимое для того, чтобы отправить нашим бойцам, помочь им приблизить, так сказать, нашу общую победу над врагом. Парни, уходящие на фронт, они должны чувствовать действительно нашу поддержку. Если сейчас мы сплотимся и дожмем, и это будет действительно огромная и посильная помощь нашим бойцам. Я от себя лично скажу, что мы прикладываем к этому максимум усилий. Я готов на помощь нашим подразделениям тратить свое личное время. Если мы сплотимся, то вместе мы действительно огромная сила и сможем выполнить любую поставленную задачу. Поэтому, друзья, помогайте нашим подразделениям, не оставайтесь в стороне, потому что вместе мы действительно большая и огромная сила. Уже победа наша не за горами, остается только дожать противника, дабы окончательно поставить эту точку.